вся белорусская драма закончится стрелкой. Чому ви сошли з публічної політики? То есть, если не Лукашенко, то вот это. Хто винуватий у тим, що нічого не отрималося у 2020 році? Володя, забирай. Вот наши руки. Мы тут ни при чем к этой революции. Это твоя сфера влияния. А чому Лукашенко боїться вас? Нельзя кричать, мы сейчас придем порежем. Коли б ви ведали, як усе обернеться, ви б підіймали голову? Ай, только не сейчас. Ну что же вы так рано? Вітаю, сябры, мяне завуць Наста Роуда, вы на канале ТОК, і сёння мы размаўляем з Вадзімам Пракоп'евым. Вадзім, вітаю. Вы шмат казалі пра тое, што беларусы не ўмеюць дзейнічаць хутка ў моманты, калі гэта неабходна. Я кажу пра беларускую апазіцыю. Як вы лічыце, што магла зрабіць беларуская апазіцыя ў момант, калі Прыгожин ішоў на Маскву, але не зрабіла? Могла вскрыть конверт, в котором такой сценарий предполагался. А ён Это быў? означает, что вообще такой сценарий, естественно, предполагался. Там могла отсутствовать фамилия Пригожин, но, в принципе, сценарий потрясений в России и бунта – это историческая предопределенность. Поэтому, конечно, конверт под названием «Российская смута. Начало» главная структура белорусской оппозиции могла бы иметь наготове. Это значит, кстати, если такой конверт был бы написан, это означало, что достаточно умные люди сидели в комнате много дней, им только подносили еду, а они моделировали разные ситуации, прям как это и принято в военных штабах. Я боюсь, что существующая лидерская структура не готова производить такие стратегии. Як можна змяніць гэтую архітэктуру? Во-первых, нужно проанализировать, что пошло не так. Во-вторых, собственно, подчинить лидерство. Я вообще считаю, что у нас 4 окна возможностей впереди. Первое окно – это переговоры Стамбул-2 или Вена-1. Сомневаюсь, что это будет Минск-3. Мы понимаем, что это за переговоры. Это переговоры между Украиной и Россией, на которых присутствует, естественно, возможно, США, возможно, даже Китай. На этих переговорах, как мне кажется, неизбежно будет обсуждаться баланс безопасности в регионе. Белорусская тема будет подниматься не в первый, наверное, не во второй день, но это неизбежно произойдет. На этих переговорах нам нужно место. Это существенно зависит от мощности нашего лидерства и вообще от центра силы, который так и недостроен. Второе окно возможностей – это выбранная кампания 2025 года. Лукашенко ее распланировал более или менее. Я уверен, что он до сих пор не принял решение, елбасы он или не елбасы. Но очевидно, что он задумал ее провести тихо и без задоринки. Но вот наша-то задача, собственно, все его планы перебить. Следующее окно возможностей – это, собственно, вариант смерти Сталина. Это физическое ухудшение здоровья Лукашенко, которое приводит к его смерти. В зависимости от внешних обстоятельств это окно возможностей имеет либо такое измерение. Ну и, наконец, четвертое, самое главное – это, по большому счету, приход новых элит в Кремле. Все эти 4 окна возможностей, на мой любительский анализ, предполагают наличие мощного политического центра на нашей стране. Центра, который стоит на каком-то фундаменте. Например, на массовом движении, на массовой политической партии. Отговорки о том, что это невозможно сделать внутри страны, на материке, как я это называю, не принимаются, потому что мы в состоянии создать массовое движение электронным способом, а сила и мощность белорусской эмиграции до сих пор недооценена. У меня вообще есть ощущение, что кабинет намеренно игнорирует силу диаспоры, потому что не хочет быть подотчетным. Во все эти окна возможностей можно вписаться только при 2 существенных условиях. Первое. У вас действительно есть политический центр, у вас есть субъект, у вас есть альтернатива, причем достаточно массовая и по возможности очень влиятельная. То есть, если не Лукашенко, то вот это. Ну и есть второе существенное условие для того, чтобы в этих окнах у нас что-то получилось. Надо, чтобы Вашингтон
понимал нашу роль в больших геополитических раскладах. Я хочу удакладніць. 2025 год. Мы разумеем, ситуацию в Беларуси катастрофичная. Там все люди заціснутыя, любое выказванне меркавання караецца турмой. У гэтых умовах наколькі можна ўвогуле лічыць гэта магчымасцю, тому што зараз, калі ты размаўляеш там з аналітыкамі, экспертамі, ніхто не можа сказаць, што трэба рабіць людзям у Беларусі. А ад людзей у Беларусі я прынамсі чую, што яны кажуць: перастаньце нам штосьці гаварыць, мы на месцы, самі лепш разумеем, на што мы ідём, чым рызыкуем, і кшталту сядзіце там ціха, а мы тут самі разбяремся. Вось у такой ситуации наколькі ўвогуле 25 год можа штосьці вызначыць? Ну, я считаю, что он вызначает, как и всякий выборный цикл, это момент самой наибольшей уязвимости диктаторской системы. Рассуждать сейчас про сценарии, которые можно было предпринять, немножко глуповато и преждевременно, потому что они сильно зависят от геополитического контекста, особенно когда у нас идет региональная война. Я считаю, что нужно готовить разные сценарии и демонстрировать их лишь близко к этой дате. Очевидно совершенно, что все, что бы мы ни придумали, должно укладываться в формулу «надо испортить вечеринку». Яшчэ адзін сцэнар – гэта натуральная смерць Лукашэнкі. І я чула ад вас, як вы апелюеце да Натальи Качановой, тому што ў выпадку натуральнай смерці нібыта яна атрымае ўладу. И очень возможно, что как раз ввиду сегодняшнего устройства диктаторской власти именно она возглавит Совет Безопасности, да. Але я ў гэтым не ўпэўнена, тому што ёсць Рада бяспекі, там адныя сілавікі. Наталью Качанову яўна ніхто з іх не будзе ўспрымаць як свайго лідара ці чалавека, які можа ім указваць, што рабіць. Таму што ясна, што сілавікі, якія падпарадкоўваюцца Лукашэнку, наўрад ці будуць разумець звычайную нармальную мову. Наталья Качанова не служила. Нет, это совершенно ей не помешает. Наталья Качанова была замечена в некоторых способностях. Например, когда силовики набрали в рот воды, не в состоянии были общаться с протестной аудиторией, она, в общем-то, пробовала с таким, знаете, комсомольским талантом заходить и в ИНЯС. И, по-моему, я сейчас уже подзабыл город, где она выступала. Да, это была протестная аудитория, это был 20-й год, предвыборная кампания. И надо сказать, что у нее лучше получалось, чем у всех силовиков. Кубраков тоже ходил в ИНЯС, да, но с Качановой не сравнить. То есть в действительности у нее есть некоторые административные таланты и такой комсомольский, риторический, манипулятивный стиль. Я бы ни в коем случае не ставил на силовиков против Качановой. Качанова выйграе? Очень может быть, да. Што паказвае ўвогуле тое, што яна так доўга трымаецца пры Лукашэнку? Чаму Лукашенко на яе ставіць? Мне кажется, это сочетание факторов. Лукашенко склонен верить, что женщина его не предаст, если он пойдет на елбасы. Напрасно он, кстати, думает так. Мне кажется, он рассмотрел в ней, повторяю, такую комсомольско-советскую звезду. То есть она, конечно, не гипнотизер уровня Лукашенко, но все же она достаточно уверенно себя чувствует в незнакомой аудитории, среди чиновников. Третье, и, возможно, самое важное, она, это видно даже по невербальному поведению, демонстрирует максимальную степень лояльности. В данном случае она делает это осознанно или неосознанно, мы не понимаем, но это сработало. Кроме того, скорее всего, она заводит активные коалиции. Можно поспекулировать о том, кто в коалиции. Но, очевидно, вторая Наталья тоже в коалиции. Я не помнила, что коалиция при Лукашенко магчимая. Нет, это пролукашенковская коалиция. Но, понимаете, когда вы долго живете в системе диктаторской власти, достаточно взгляда, полунамека, достаточно прикосновения, когда вы понимаете, о чем вы говорите, когда вы говорите совершенно о другом. Двоемыслие, в принципе, свойственно таким авторитарным режимам у широких слоев населения. Ну а власть, она вообще блестяще владеет способами коммуникации, не сказав это словами. Поэтому нет, там коалиции заводятся, конечно, да, и брови поднимаются, и все догадываются, и все понимают, что происходит. Вообще, мы коснулись очень важного вопроса, который называется «Единство лукашенковских элит». Слово элиты
Я каждый раз оговариваюсь, что мы используем в политологическом смысле, а не в качественном. Его нет. То, что мы видим на поверхности, всякие споры Бондаревой, Озаренко, подзабыл, как даму зовут на «В». Вороница. Совершенно верно. Это всего лишь вершина айсберга. Я думаю, что можно смело утверждать, что в сегодняшней белорусской номенклатуре, в политическом классе есть две крупные партии. Первая партия, назовем ее «красные лукашисты». В случае сценария «Смерть Сталина» на перегонки будут бежать к телефону и звонить в Москву. Вторая партия, назовем ее «белые лукашисты». Она нам тоже не очень-то понравится, это малоприятные люди, на наш взгляд. Но вот у белых лукашистов есть пунктик, называется суверенитет. Их ценностный ряд не совпадает с нашим, и тем не менее для них независимость страны является, как и для нас, ценностью. А это уже какое-никакое поле соприкосновения этих окружностей. Вы, если я вас спрошу, верите в разгоряченный Минский Майдан? Сегодня не. Мы не станем его исключать, потому что в истории всякое бывает. Но все-таки вероятность его ниже. По разным факторам. Во-первых, нужно вернуться в 19-й год, прежде чем в 20-м люди рискнут, и рискнут уже добиваться своего другим способом. Во-вторых, пресловутый белорусский национальный характер – это тоже фактор, это тоже менталитет. Если украинцу до войны даже, да, сказать, что там менты бьют нашего, он просто схватится за вилы и побежит. Если белорусу такое же сказать, Будет звонить в милицию. он будет сказать: подождите, давайте разберемся, кто точно кого бьет, а документы есть. Это не помешало Пинску активно сражаться на баррикадах, это не помешало многим людям проявлять очень полезное в то время, но недостаточное контрнасилие. И все же белорусский национальный характер, к хорошему или к плохому, к хорошему, потому что это сильно поможет нам в будущих реформах, к плохому, потому что такой закоренелый, жестокий, криминальный режим не отреагирует ни на какие другие методы воздействия. Да. Поэтому к плохому белорусский национальный характер, темперамент национальный, если хотите, он приводит нас к мысли, что сценарий уличного противостояния белорусского Майдана, так сказать, вероятность его меньше. Вероятность элитного переворота больше. Элитный переворот в случае, если мы не будем зевать, в случае, если мы починим лидерство, может привести к круглому столу. Все помнят исторический аналог с Польшей. С Лукашенко это невозможно. Лукашенко не Ярузельский, он не белорус, он по своим ценностям не белорус. Ярузельский, несмотря на то, что был, в общем-то, совершенно коммунистическим людоедом, все-таки исповедовал защиту польских национальных интересов. Лукашенко это невозможно. Поэтому круглый стол, на мой взгляд, это гипотеза моя, конечно же. Гипотеза, вытекающая из какого-то моего анализа. Круглый стол возможен лишь после Лукашенко. И вообще, если говорить простым языком, мне кажется, вся белорусская драма закончится стрелкой. У них стволы, у нас стволы. Боестолкновения не происходит. Потому что стреляли уже до этого обе стороны. Напряженнейшие переговоры закончатся тем, что будет объявлено, что у нас транзитный период. Тяжко зараз гэта выявіць. Ну, тогда словите меня за язык. Потом, когда это наступит или не наступит. Очевидно, что фактор Москвы ключевой. Вообще-то, чтобы участвовать в таком круглом столе, не нужно сидеть и надеяться, что он произойдет на фоне геополитических событий или, как, выражаясь другим языком, ветер истории нас к нему принесет. Нет, конечно, нужно готовить революцию. То есть пока ты готовишь революцию, вероятность круглого стола повышается. Падчас мяцяжу Прыгожина вы выступілі з заявай да беларусаў, што хтосьці з атачэння Лукашэнкі можа выступіць, беларусам трэба будзе яго падтрымаць, і гэта можа быць пераломным момантам. Шрайбман назваў гэта іпсой.
Такой спецоперации психологичной. Ну да, он говорил, что это модное слово теперь, да. Но я могу другим это словом назвать. Это пророчество. Которое повинно было сбыться, але, на жаль, покуль не. Ну, в общем, от Пригожина там много чего зависело. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что у Пригожина не получилось еще и потому, что революционной ситуации в России не было. Можно говорить о том, что он не хотел, можно говорить о том, что он не сказал правильных лозунгов, чтобы его марш справедливости оброс, как снежный ком, сторонниками. Поэтому, как и в случае с возвращением Навального, так и в случае с недомятежом Пригожина, надо вот эту температуру запомнить по больнице. А на революционной ситуации там нет. Из искры пока не возгорится пламя в России. Блиц. Любимый письменник? Ух, много. Ну, Оскар Уайлд. Как бы это не прозвучало напыщенно. Любимый коктейль? Мартини. Яка кухня найлепшая? Итальянская. Жить разом у шлюбе ці без? Не владеть человеком, с которым ты живешь. Неважно, в шлюбе или без. Аби кохання було. Байден ці Трамп? Я собираюсь сделать попытку в Вашингтоне нанести, очень амбициозная задача, нанести Беларусь обратно на политическую карту мира. Я понимаю, что драма выборов 2024 года будет очень существенной в Америке. У Трампа хорошая команда. Нет, я остановлюсь. Понимаете, я должен очень взвешенно подходить к ответу на такие вопросы, потому что все это может быть использовано против меня. Вы не будете отказывать. Сдержусь на некоторое время. Черчилль ці Сахащик? Черчилль был долгое время кумиром, что ли, даже моим. Да? Я читал его книги, я понимаю его биографию, я очень ценю его личные качества, в особенности тончайшее чувство юмора. У Валерия Степановича тоже чувство юмора такое есть, солдатское порой. Да, но у них что-то общее есть. Ну, следующий. Тімоті Снайдер ці Енн Еплбаум? Оба. Я больше скажу. Фиона Хилл, Стивен Коткин, Нил Фергюсон. Их надо еще раскрыть для белорусов. Хто горший, Гітлер ці Сталін? Многие очень, анализируя Вторую мировую войну, упускают момент, что мир тогда определялся, какого цвета будет концлагеря, понимаете, там красный или коричневый. Эти персонажи вписывались с другой стороны в исторический контекст тоже 20 века. Но оба людоеды, и хотелось бы их похоронить в 20 веке, но мы видим Ренессанс. Зарецька ці Ковалькова? В каком смысле? В профессиональном, в Професійно, давайте. Санна Марин. Белорусская мова ці русская? Я человек русской языковой культуры. Наша Нива меня, надо сказать, изменила за последние 3 года. Я уже признавался, что я вас читаю по-белорусски, и вот мне ваш язык нравится. Особенно нравится, когда вы эту кнопочку латинкой сделали. Да. И все же я намеренно останусь русскоязычным, потому что считаю, что никакая дискриминация в той стране, которую я хотел бы видеть на месте современной Беларуси, в том числе языковая, она мне претит. Я вообще хотел бы, чтобы руководитель Новой Беларуси ездил на работу на велосипеде, а портрет его, как завещал Набоков, никогда не был бы больше размера почтовой марки. И отвечая на этот вопрос еще раз, я в каких-то интервью говорил, обязательно 3 языка. Есть прямая корреляция между знанием английского языка и благосостоянием любой неанглоязычной страны. Нужно понимать контекст Беларуси. Нужно понимать, что большинство белорусов занимается любовью на русском языке.
Нужно понимать, что завтракают по-русски. Нужно понимать, что вот это и есть мультикультурная, мультиязыковая данность. Если мы пережмем с этой темой, мы идиоты. Моя мечта, чтобы эталонный, красивейший, здесь у меня много вопросов к белорусской мове, красивейший, эталонный белорусский язык пропагандировало будущее свободное телевидение, чтобы он стал стандартом. Это процесс, он займет много времени. Гольф, поло ці футбол? Я видел поло 2 раза, я ни разу не играл. В гольф я поиграл несколько раз. Я вообще играю в теннис. Обычно у теннисистов получается освоить технику гольфа быстрее, чем у остальных. Но все равно я чувствовал себя неуместно, потому что не в моей лиге. Я понимал, что что-то в этом есть от дорогого образа жизни. Кроме того, меня всегда останавливала пословица: «Вы все еще любите женщин или уже играете в гольф?» Вы все еще кохаете женщин? I hope so. Кубинские ці никарагуанские? Женщины или сигары? Окей, ладно. Я бросил курить. Очень этому рад. Если бы я переключился на сигары, бросив сигареты, это бы меня обанкротило. Но когда я чувствую, что рядом тлеет кубинская хорошая сигара, это абсолютно точно гастрономическое наслаждение. Сябры, калі вам падабаецца гэтае відэа, калі ласка, пастаўце лайк. Гэта дапаможа нам выйсці на больш шырокую аўдыторыю, трапіўшы тренды Ютуба. Таксама цяпер ток ёсць у падкастах. Калі вам гэта цікава, шукайце ўсе спасылкі ў апісанні пад гэтым відэа. Дзякуй, што вы з намі. Хочу вас распытаць пра Валерия Сахашчика. Як вы познаёміліся ўвогуле? У нас был общий друг. Я этого друга хорошо знал в Минске. И этот друг, к сожалению, умер. Но когда он узнал, собственно, из публичной сферы, что я нахожусь на этой стороне, он просто сказал, что обязательно познакомься, я этому человеку доверяю. Вот. Он живет и работает в Польше, тебе надо с ним увидеться. Ну и, в общем, в 2020 году как-то с первой встречи произошла дружба. Достаточно сразу у нас возникло доверие. Валерий, в принципе, много чего делал за кулисами еще до того, как стал публичным человеком. Можете назвать что-то? Он слушал «Океан», он помогал штабам, в том числе и НАУ Павлу Латушко. Он бесценный человек был, потому что какие-то контакты его позволяли делать выводы об обстановке там, в силовых элитах. Ну, кстати, приезжал к Тихановской еще в самом начале 2020 года. Он осмотрел штаб, поговорил с людьми, сделал вывод, что это песочница. Чому ідея долучився у виніку? Я думаю, что сработало мужское. Просто чувство справедливости и чувство миссии. Вообще-то предполагалось, что он не будет подписываться на условия, которые не прописаны. Он, собственно, так Светлане и сказал, по моим данным, во время обсуждения еще перед формированием кабинета, о том, что мы, Светлана, вам доверяем, но это кредит доверия. Потому что на самом деле архитектура и отношения в кабинете, и многие стратегические вещи не договорены. Вы спешите с его объявлением. Если вы хотите, чтобы я поставил там свою подпись, я вам говорю, что это кредит доверия. Так поступил Валерий Степанович тогда. На мой взгляд, он слишком рано подписался в кабинет. Вы называли его белорусским Черчиллем. И он оправдал ваши сподівання? Он оправдает. Как вы думаете, у чем заключается его роль в белорусском руху? Я думаю, что это не дело одного человека. Я думаю, что именно такого человека, как Валерий Сахашчик, нам не хватало в лидерской конфигурации. Я думаю, что он себя еще проявит. Я не сомневаюсь в его мотивации, в его ценностях. Я точно так же не сомневаюсь, что он не собирается превращать это в прогулку или в образ жизни. Для него совершенно точно важен результат. Ну и, собственно, вся жизнь его готовила к такому сценарию.
Таксама чакалася, што калі далучыцца Валерый Сахашчык, то разам з ім, магчыма, да беларускіх добраахвотнікаў пачнуць ахвотней далучацца і беларускія ветэраны, і ў тым ліку дзеючыя вайскоўцы. Ці гэта адбылося? Да, несколько офицеров вокруг него есть, несколько офицеров работает в штабе и служат в Украине. Один тяжело ранен, к сожалению. Если говорить про массовое присоединение в связи с тем, что вот фигура Валерия теперь часть оппозиционного политикума, то его не происходит не потому, что Валерий не притягивает, а потому, что само устройство добровольческих подразделений в Украине, к сожалению, не дает возможности офицерам почувствовать себя в профессиональной точке. Поэтому нужно быть супермотивированным и преследовать другие цели. Это, кстати, беда. Ну, то есть я считаю, что это большая неудача, то, что не хватило стратегического мышления у Украины, и у нас не хватило силы, чтобы у белорусских военизированных формирований был другой особый статус в Украине. Теперь уже об этом поздно думать. Я думаю, что это, если это не случилось в первой фазе войны, уже не случится и теперь. Вообще надо сказать, что сценарий освобождения Беларуси извне, каким бы авантюристичным он ни казался, каким бы мальчишеским он ни казался, его нужно было обязательно просчитывать. Этим окном возможностей нужно было обязательно пользоваться. Потому что война – это очень динамическая история, да, и там все меняется за часы, за дни. Нельзя было там зевать, и попытку нужно было бы сделать. Надо сказать, что я в Украине был не единственным человеком, который предполагал именно сценарий освободительного, национально-освободительного воинского подразделения. В Украине был и остается бывший посол Беларуси Роман Бессмертный, который очень грамотный человек и в начале войны транслировал те же мысли. Мы все помним, что есть в Ютьюбе Юрий Ферштинский, которого тоже Беларусь не сходила в качестве военной стратегии. Из передач он прямо на этом акцент делал. Белецкий говорил про это. Было и много разных офицеров, которые рассуждали точно так же, как мы. Действительно, был период во время войны, когда освобождение Беларуси очень даже просматривалось. При этом надо понимать, что это не сценарий лихого штурма. Надо сказать, что даже без интервенции достаточно крупное белорусское подразделение, выстроенное как регулярная армия с офицерами, с младшими офицерами, с сержантами и с белорусским офицером во главе, проверенное в украинских боях и продолжающееся формироваться, это крупный политический фактор. Таким образом можно было влиять на белорусскую армию внутри страны, но для этого нужно было разговаривать с ними одним языком. Это очень сложно после 2020 года, но тем не менее это очень важно для освобождения. То есть нужно было находить тональность, в которой с ними нужно было разговаривать. Я догадываюсь, что Валерий Сахащик как раз мог бы быть таким человеком, который объяснял. Но для того, чтобы с ними разговаривать, недостаточно говорить, что Украина победит. Нет, нужно транслировать силу, и нужно выбрать тональность. И нельзя кричать: мы сейчас придем порежем. Вы спрабавалі стварыць полк пагоню ва ўкраіне. На жаль, гэтага не адбылося, і тое, што прагучала публічна, і тое, што вы заявлялі, што Украіна абрала іншую стратэгію. Да, это правда, да. Раскажыце, што адбылося, з кім была размова, пра што вы гаварылі? Вся цель моей высадки в Украину на третий день войны состояла лишь в том, что такого рода черным лебедем нужно пользоваться, не зевая, для освобождения страны. Сценарий освобождения предполагался, естественно, военно-политический. Формирование достаточно крупной, профессиональной армейской группировки из белорусов в Украине, ее обкатка в боевых условиях, формирование политической структуры, способной разговаривать с населением и с белорусами внутри страны, это и есть, собственно, большой фактор победы. Я немножко остановлюсь на сценарии внешнего освобождения или интервенции. Совершенно не обязательно оно сопровождается
жестокими боестолкновениями. Я напоминаю, что в 1944 году в Сицилии с одного фланга американские войска, союзнические войска прошли совершенно без выстрелов и потерь при поддержке населения Сицилии. Этот план вполне себе мог состояться в случае, если бы Украина была действенным союзником. Аргументы о том, что Украины самой не хватало ни средств, ни ресурсов для такой игры, я не принимаю, потому что, естественно, мы не просили бы никаких средств и ресурсов у самой Украины, кроме как отдельного статуса такого подразделения и сотрудничества. Были комментарии аналитиков, мне кажется, у Артема Шрайбана тоже был такой комментарий о том, что нет, все-таки армия освобождения Беларуси – это нереально. Мы никогда не найдем такого количества пассионариев. Я бы с этим поспорил, потому что после моего обращения с Майдана, это было в самом начале марта 2022 года, 960 человек записалось в чат-бот. Я допускаю, что у полка Калиновских эта цифра была еще несколько раз больше. Поэтому нет, белорусы откликнулись на это. И формирование такой единицы вполне было возможно. Сейчас уже нет. Но остановимся на причинах, почему этого не произошло. Этого не хотела Украина. Уровень стратегического анализа, интеллектуального анализа в Украине, конечно же, присутствует, потому что Киев – большой город со своими культурными традициями, но это точно не было частью политикума. Я допускаю, что белорусской стратегии Украина вообще не разрабатывала. Это было понятно, когда, по-моему, в марте 2022 года выступил Данилов с большим интервью. Он признался, что мы, разумеется, предполагали вторжение, но вот кто нас действительно удивил, так это Лукашенко. Для меня это признак слабого стратегического планирования. Если они верили, что Лукашенко не подыграет Путину. Это просто позорное стратегическое планирование. Для меня это точно так же признак, что отношения после 2020 года у украинской власти с лукашенковскими элитами сохранялись. Там был интенсивный диалог. Лукашенко сделал то, что он делает всегда. Он обманывал и говорил, что никогда в жизни. Но это мы все видели, в том числе и в публичных интервью. Был опыт, скорее всего, это моя такая догадка, educated guess, был опыт коррупционных сделок. Я вообще считаю, что, собственно, договоренность, вот этот гештальт с Лукашенко во время войны произошел, с одной стороны, по необходимости защищать свой северный фланг, и нам очень сложно учить украинцев, как им строить свою безопасность. Отсюда этот подход realpolitik. Хотя за тот же подход realpolitik украинцы нещадно пинают европейских союзников. Так вот, realpolitik состоялся, с одной стороны. С другой стороны, был опыт взаимоотношений. По моим данным, лукашенковский олигарх, заметьте, не тот бизнесмен, который сделал свое состояние, а тот, которого назначили олигархом, Николай Воробей, общался с Андреем Ермаком из администрации Зеленского, и таким образом этот гештальт был искреплен. Вторая причина, почему не сформировалась белорусская стратегия в Украине, в том числе и военная стратегия. И, может быть, самая главная причина – этого не хотел Вашингтон. Украина находится в тотальной зависимости от ресурсов своих союзников. В 2021 году, в ноябре, если мне память не изменяет, был доклад начальника Объединенных Штабов генерала Марка Милли для президента Байдена. В этом докладе говорилось про неизбежность вторжения России и обозначались две стратегические цели Америки, исходя из ее национальных интересов. Первая стратегическая цель – избежать любым путем кинетического конфликта между российской армией и войсками НАТО и американцами. И вторая стратегическая цель – ни в коем случае не дать конфликту выйти за географические пределы Украины. Как мы понимаем, в общем-то, более-менее этой стратегии придерживаются до сих пор. Иными словами, даже если бы умные головы в Украине предлагали активную белорусскую стратегию, они предлагали бы ее, скорее всего, за столом, где американский голос был бы важным, если не решающим.
В данном случае мы пролетели. Нас, в общем-то, слили в 2020 году из Вашингтона. Взгляд предполагает, что мы часть России. Переубедить американских союзников в ошибочности их мышления задача чрезвычайно сложная. Но мне кажется, что без этого не будет никакого прогресса. Беларусь перезревшая европейская страна, которая совершенно не похожа по своему устройству на Россию. В общем, получается так, что вот этот спелый фрукт, низковисящий, который обязан быть просто частью Европы и новой европейской страной, скотчем обмотали с гниющим телом Российской империи. Нам придется придумать, какую ценность мы миру предложим. Белорусское экономическое чудо и реформаторский проект после сноса теперешнего режима – это ценность для мира. Это укрепление Европы, и это входит вполне себе в интересы цивилизованного сообщества. И, в принципе, таким образом можно вписаться в противостояние демократии и автократии. И линия этого противостояния, она сейчас как раз рисуется между Вашингтоном и Пекином. Вертаючись до вашей размовы за УСУ, вам тогда сказали з'ехать з країни за 3 дні, літерально? Да, был Зараз такой вы момент. можете вернуться в Украину? Чи вам заборонен уезд? Я не думаю, что я могу вернуться в Украину. Я думаю, что на границе будут вопросы, за исключением, если, конечно, не будет приглашения, подтвержденное каким-то звонком. Мне было очень обидно тогда. Во-первых, этому предшествовали некоторые события. Погоню выселили из казармы, в которой мы стояли. Проект свернули очень быстро. Офицеры, которые занимались нашим проектом, были отстранены от работы. И после долгой беседы, правда, вежливой беседы очень, мне предложили, в общем-то, закончить свою деятельность в Украине и выехать. Через 3 дня мне пришлось это сделать. Это сопровождалось словами «мы не хотим развязать войну с Беларусью». Я отшутился и сказал, что мне кажется, что я не такая важная персона, из-за которой начинаются войны. Но, разумеется, это имело отношение к нарративу о том, что с самого начала погоня задумывалась как подразделение для работы в белорусском направлении. Собственно, это и была попытка сделать сначала миниатюрную копию, а потом большую копию вот этой регулярной части с офицерами во главе. Проект был закрыт. Это совпало с событиями, которые я называю «сделка с Лукашенко». Публичные следы такой сделки мы видели и тогда в меньшей степени, но потом уже украинцы разговорились, про это говорил Арестович, про это многие говорили, потом была попытка объяснить, что депутат Шевченко, который на самом деле занимался классическим подхалимажем и, скорее всего, зарабатывал деньги в Минске, депутат Шевченко был объявлен суперуспешным агентом ГУРа, который всех обманул, и мы тем самым укрепились с помощью такой хитроумной разведоперации. Мне кажется, что все, конечно, проще, депутат Шевченко тут ни при чем. Мне очень понятно, почему Украина играла в покер и продолжает играть с Лукашенко. Это война, искусство войны – это искусство обмана, и ей нужно взвешивать свои силы. Меньше всего они хотели второй фронт. Но мне непонятно, почему одной рукой, играя в покер, нельзя во второй руке держать дубину, зная, с кем мы имеем дело. И формирование такой дубины, оно не случилось, оно не завершилось. И при всем абсолютном уважении ко всем людям, которые воюют в Украине, мы не представляем там силы. Лукашенко продал куклу украинцам. Талантливо продал куклу. Он продал историю, что рука Путина у него на горле, и он вот-вот пошлет свои войска. Он всему свету это продал, не только Украине. Из последних сил сдерживается. Это, конечно, не так. Не было у него никаких намерений отправлять свои войска в Украину. Он очень отчетливо понимал, что если бы он отправил такие войска, он бы видел эту армию последний раз. Но он сумел этот продать нарратив, а в Украине его купили. Но вообще Украина мало понимает Беларусь. Она очень мало понимает настоящую Беларусь, она очень мало понимает общество. Украина, как и всякая молодая демократия, сконцентрирована на себе. И
Для них совершенно непонятно, почему в 2020 году в Беларуси не взбунтовались и не смели на фоне этих чудовищных унижений и насилия, почему не было вспышки. Украинцы поэтому никогда нас особенно не поймут. Но вообще-то задача украинской власти – считать свои риски, в том числе и военные. И задача наших, собственно, союзников на Западе было считать риски. Ведь что произошло в 2020 году? Мы получили то, что в английском называется virtue signaling. Разумеется, Запад подставил нам гуманитарное плечо, и белорусских диссидентов не депортируют в Минск. Пока. Мы еще не понимаем, как Литва будет реагировать на сейчас. И все же, помимо гуманитарной помощи и выражения озабоченности, еще большей озабоченности, мы не видели действенной, решительной и, самое важное, своевременной помощи Запада. Я бы сформулировал это словами о том, что белорусская революция в глазах наших западных союзников произошла не вовремя. Для мяне гэта, дарэчы, вельмі дзіўны тэзіс, і я яго не до конца разумею. Таму што, здаецца, там Захад на працягу 20-30 гадоў стараўся там як мог падтрымліваў дэмакратычныя сілы ўнутры Беларусі, хай сабе там кволыя, не зусім сфармаваныя, але тым не менш. Чаму вы лічыце, што яны былі супраць фактычна гэтага? Я поясню тезис. Запад принял решение, началось это еще с Ханса Георга Вика. Когда говорю Запад, нужно понимать, что на Западе тоже разные фланги, и все же по Беларуси был некоторый консенсус. Так вот, на Западе было принято решение, что демократизировать колонии и бывший вот этот вот пояс буферных государств мы будем через Москву. И Москва на самом деле подавала ложные сигналы, что это такое может случиться. Мы же помним начало 2000-х, когда мы смотрели на Москву и понимали, что там, в общем-то, и уровень свобод некоторый повыше. Бизнесмены-то, в общем-то, вообще только туда и смотрели, и понимали, что, господи, мы последний несчастный заповедник. Да, весь этот совхоз надоедал, а там все-таки был рост. С 2015 года Лукашенко с помощью талантливого, но, к сожалению, играющего на руку диктатуре человека по имени Владимир Макей провел блестящую спецоперацию. На Западе сумели объяснить, что мы последний редут, последний оплот перед варварской Россией. Полюбите нас черненькими. Закройте глаза на права человека, закройте глаза на несовершенство наших выборов, забудьте нам политические убийства 1999 года, перевернем страницу, зато мы буферное государство, и мы учимся тихонечко демократии. У нас, посмотрите, даже в палатке 2 оппозиционных депутата. Запад был готов и с удовольствием проглотил эту стратегию. Это было ИПСО высшей мерки. Запад проглотил ее, потому что Украина, ослушавшись, в общем-то, и Джорджа Буша-старшего, мы помним все Chicken Kyiv Speech 1991 года, выбрала самостоятельно свое будущее, и она получила войну. У Запада был страх, что в Беларуси будет еще один конфликт горячий. В концепцию Запада в принципе входила буферная зона. Это не понравилось бы белорусам, но Лукашенко через Макея объяснял Западу о том, что белорусы меня выбрали. Да, это не соответствует вашим стандартам демократии, но посмотрите на мой 15-й год. Запад, повторяю, к сожалению, в данном случае сыграл в реал-политик и предал свои ценности, я бы сказал. В эту игру долго игрались. Когда случился 2020 год, мы застали врасплох и Москву, и Запад. И на Западе я очень четко помню ощущения у западных дипломатов и у всех влиятельных лиц, до которых я смог дотянуться. У них было ощущение: ай, только не сейчас, что же вы так рано? Ведь как вам сейчас помогать? Мы не хотим Украины 2.0, мы не хотим, это вообще не вовремя. Естественно, вы не найдете это в публичных заявлениях, потому что это было бы совсем зашквар. Вот. Но позиция была именно такая. Мне кажется, я не ошибусь, если предположу, что однажды архивы в Москве будут раскрыты, и мы узнаем с вами, что Ангела Меркель, разговаривая с Путиным про Беларусь в 2020 году, вела речь о том, что Володя, забирай, вот наши руки. Мы тут ни при чем к этой революции, это твоя сфера влияния. Мой анализ говорит о том, что это, скорее всего, так и было. Выбор слов там, это уже второе. Иными словами, мы все это время, и, кстати,
и все 3 года после событий 20-го. Мы, простите за вульгарное сравнение, мочились против геополитического ветра. В условиях борьбы блоков, в условиях такого альянса автократий, я все время советую всем читать эту статью Анны Аппельбаум, несмотря на то, что это публицистика, такая длинная статья, она про Беларусь в том числе, где она говорит про плохишей, которые побеждают. Это статья 21 года, называется «Bad guys are winning». Она очень четко проводит анализ, каким образом автократии научились сотрудничать быстрее, чем демократии. Пытаюсь сказать следующее. Без союзников в такой игре нам победить чрезвычайно сложно. Союзников у нас вот сейчас, на момент, когда мы с вами разговариваем, нет. Год таму памерла ваша мама. Да. Зараз многія беларусы сутыкаюцца з сітуацыяй, калі яны не могуць прыехаць нават на пахаванне сваёй сям'і, сваіх блізкіх. Як вы гэта перажылі? Я пережил это тяжело. Но это было такое отложенное переживание. В общем, я управлял своими эмоциями, и какие-то просто флешбеки были. Наверное, сейчас молодежь говорит, это флешбеки, поэтому мама мне снилась недавно. Меня спасло то, что до отъезда, понимая, что мы, возможно, расстаемся навсегда, я записал с ней длинное такое кино, интервью. Вот. Меня спасало то, что за неделю до ее смерти мне удалось ее там рассмешить. И меня спасает чувство о том, что это естественный ход событий. Она прожила интенсивнейшую жизнь. 80 лет. Яна падтрымала вас, калі вы вырашылі? Да, абсолютно. Абсолютно, да. Я однажды опубличу кусочек этого фильма, который я записал с ней в июне 20-го. А як яна ставілася до Лукашэнкі? Вот как раз я чувствую, что придет время, когда я просто морально буду готов это опубличить. Она очень такие мудрые слова там говорит про страх. Советский такой страх. Ее жизнь покидала. Она вообще выросла в Казани и в Минске оказалась, когда вышла замуж уже за моего отца. Для вас гэта важная частка вашай біяграфіі, вашага жыцця, што у вашай мамы карані? Мама в детстве очень сильно раздражала отца, когда разговаривала с бабушкой по-татарски. Он понимал, что обсуждают его. Я татарского не знаю. Я себя идентифицирую минчанином, белорусом. Я был в Казани очень-очень давно, когда как раз хоронил бабушку в 91 году. Вот. Но это было тяжелое зрелище. В принципе, Казань тогда было тяжелое зрелище в 91 году. Но я все еще верю, что Татарстан получит суверенитет, потому что все предпосылки для этого вообще-то были. Они голосовали за отдельность свою еще в 90-е годы. Но меня ничего особенно не связывает, кроме вот каких-то детских воспоминаний. Ваша мама потерпела из-за того, что вы выступили публично в 20-м? Я уверен, потому что люди жестокие. И очевидно, что большое количество людей ее поддержало. И соседи, и, да. Но все равно она столкнулась с грязными методами. Скорее всего, это Губопик все-таки был, не знаю, или контора, или Губопик. В общем, и пытались там действовать на нервы. И на улице догоняли и шептали, что ваш сын погиб в автокатастрофе. Фотографировали из-под тишка. У нее сильный характер. Я знаю точно, что и у отца моего сильный характер. Ему 91, он в Минске. Як вы думаете, чаму рэжым чапае дзяцей, бацькоў, братоў, сясцёр? Это человеческая деградация, вполне объяснимая. Понимаете, мы с вами долго рассуждали, наш длинный разговор про роль лидерства во всех этих процессах. Лукашенко задает этот тон. Он умудряется в людях достать самое мерзкое и поощрять. Советское вообще наследие жестокое, не мягкое. Судьба страны жестокая. Бедность,
несвобода. Очень легко с помощью такого лидера достать низменное и сдуть пыльцу цивилизации с людей. Што вы зразумелі пра беларусаў за гэтыя 3 гады? Мы дали авансы. Мы дали, многие отмечали, что политическая нация состоялась, она родилась. Это были авансы. Мы понимаем, что уровень политической зрелости, уровень критического мышления не соответствует масштабу нашей задачи, то есть построения свободной и процветающей страны. Это процесс. Метаболизм в общественных организмах происходит не так быстро, как в организмах людских. Иногда мне кажется, что Светлана Тихановская и есть метафора Беларуси. То есть она совершенно точно уже не советский человек, но все еще носит этот синдром жертвы наперевес, как мне кажется. Что я еще понял про белорусов? Я понял, в принципе, то, что я и знал, о том, что если не лидерство не демонстрирует этичного поведения и не стремится к консолидации, то, в общем, темные стороны белорусской души, я считаю, что это зависть, они выходят погулять. Я надеюсь, что это взросление произойдет, в том числе эмоциональное. Тем не менее, никогда еще в жизни я не имел предмета для гордости, что я был, что я принадлежу к белорусам. Это у меня вообще странная история, вы понимаете, да, мама татарка, отец, он вообще с севера России. Но я испытываю гордость за белорусов, потому что они европейцы и прям продемонстрировали это. Калі б вы ведалі, як усё абярнецца, вы б падымалі галаву? Да, я на самом деле был политическим животным все это время. И отсутствие какой-то роли в общественной жизни я заглушал, в общем, всякими вещами, алкоголем в том числе. Я не молчал. До 2020 года внимательный слушатель мог бы рассмотреть в моих публичных выступлениях очень важные мысли. Очевидно, что они были высказаны там, в какой-то более мягкой форме. А я, например, очень отмечаю одно свое интервью, по-моему, это в 2018 году было. Меня спросили, почему вы не уехали до сих пор. Я начал отвечать, а потом понял, дайте напишу лучше. Да, и там за ночь написал. Это очень смешно читается. А теперь, только если у вас есть лишнее время. Колькі у вас сённяшнім засталося ад рэстаратара Вадзіма Прокоп'ева? Конечно, осталось что-то. Я понимаю, что когда я захожу куда-то в общественное место, я отношусь... Слушайте, парикмахер смотрит на прическу. Все, я все это вечно замеряю, раскладываю. Это происходит автоматически и неосознанно. Возможно, кривая меня выведет в необходимость возвращения, в том числе и в это ремесло. Посмотрим, как оно будет. Да. Як вы думаете, калі і як скончыцца вайна? Я думаю, что мы должны верить в генерала Залужного. Все, что я знаю про этого человека, говорит, что он на своем месте и прям выбран был историей, чуть ли не на своем месте. Все, что я слышу от Валерия Сахащика про впечатление общения с Валерием Федоровичем Залужным, подтверждает мои мысли о том, что мы имеем дело с блестящим человеком, который точно находится на своем месте. Я знаю точно, что он делает все правильно. При недостатке наступательных вооружений, при отсутствии превосходства в воздухе. Но дозированные поставки вооружений, которые вытекали сначала от испуга Запада, а потом из желания не допустить стратегического поражения России. И эта парадигма до сих пор жива. Связана с тем, что ядерное оружие неподконтрольное в распадающейся России может попасть в руки разнообразных террористов и наркокартелей. Вот все эти события дали, к сожалению, русско-фашистским войскам преимущество в строительстве оборонительных сооружений. Это тяжелый выбор для любого главнокомандующего, потому что это фактически окопная война времен Первой мировой.
Я думаю, что Залужный поступит правильно. Я думаю, что еще мы увидим успехи контрнаступления. И все же силы смотрятся сейчас как равные. Война на истощение предполагает, что Путин до американских выборов будет попытаться держать эти рубежи и не прекращать войну. Я не жду переговоров до электоральных кампаний, до окончания электоральных кампаний. Причем электоральные кампании будет аж 3. Похоже на то. Интенсивность войны может поменяться. Очень трудно будет зафиксировать победу, за исключением, конечно, выхода к Азовскому морю, и потому что Крым – это шах. Я думаю, что война продлится годы. Я думаю, что это будет соревнование, какая из стран наиболее истощится. В какой стране государство будет менее деградировано. В какой стране, в Украине или в России, раньше произойдут революционные изменения. Нам бы всем хотелось, чтобы это произошло в России. Но вот мой взгляд, может быть, не самый оптимистичный. Есть прогнозы еще более пессимистичные. Ви вельмі хвалите Арестовича, принаймні вельмі добре про його відгукаєтеся. Як ви думаєте, у чому його феномен і чому ви захопляєтеся їм? Мы живем в условиях продолжающейся гибридной войны, в которой, разумеется, горячая, не гибридная, скажем, ее часть существенно возросла, составляющая. Но войны в 21 веке все равно останутся гибридными, информационными в том числе. Я считаю, что Арестович удивительно правильный человек, так же, как и Залужный оказался на своем месте, так же Арестович оказался на своем месте, прям ветер истории его туда вынес. Я считаю, что он крайне эффективен в том, что он делает, он стоит целой дивизии. Я считаю точно так же, что мы имеем дело с интеллектуалом. Уровень его знаний, эрудиции – это то, что поддерживает его болтливость. Потому что если из этой болтливости вынуть компетенции, то это все бы давно раскусили. Поэтому это непростой человек. Человек думающий. Мне очень нравится, что даже в момент войны он говорит о очень важных вещах, например, о темной стороне украинского национального характера. Он не боится критики, и он поднимает такие сложные вопросы. И, на мой взгляд, это должно помочь победе, и, на мой взгляд, это существенный вклад. Он говорит про жлобство украинцев, и он имеет право про это говорить. Нам во время войны не очень будет этично про это говорить. Он как раз может про это говорить. Разумеется, количество его эфиров и количество его выходов не предполагает, что он обычный человек. Это какой-то сверхчеловек. Потому что вы профессиональный журналист, вы понимаете, насколько это высокая интенсивность. Я вообще не профессиональный журналист, я только прикоснулся вот к попытке вот озвучивать свой голос и понимаю, насколько это тяжело думать, писать, говорить. Он это делает в больших количествах, танцуя изящно. Мне кажется, что у всех есть момент выгорания. Мне не очень понравилось, как они разошлись с Фейгиным. Потом, правда, акценты были смягчены. Но какая-то первая реакция была не очень хорошая. Да, мы все ждем от таких людей джентльменства высшей марки. Ну и закончим про Арестовича следующим. По-моему, Ницше сказал: не верьте богам, которые не танцуют. Арестович танцует. Залужний танцует. Як ви думаєте, Арестовича самі українці узнялі фактично на політичний Олімп, а після за одну помилку розтоптали? Чому так відбулося? Это легко объясняется. Это объясняется зрелостью общества. Белорусское общество такое же незрелое. И в белорусском обществе... Кстати, если рассуждать про темную сторону белорусской души, я бы сказал, что это зависть. Я к ней привык в Минске, на самом деле, еще до событий 2020 года. Но я какое-то время рассчитывал, что здесь я на этой стороне, на светлой стороне, я меньше с ней столкнусь, что все-таки у нас есть святая цель, и мы знаем, где враг. Зависть – существенный тормоз к нашей победе. Вот, поэтому, отвечая на ваш вопрос,
Незрелые общества, особенно в состоянии стресса, легко скидывают таких идолов. Они не обладают достаточным запасом критического мышления, чтобы понять и простить какие-то вещи. А хто беларускі Арестович? Мне кажется, у нас нет такого. Возможно, белорусский Арестович – это и есть украинский Арестович. Я допускаю, что его смотрят в Минске и в Беларуси. И, честно говоря, правильно. А калі вас называюць беларускім Арестовичем? Нет, вы что, я профессионально совершенно не дотягиваю. Я бы сорвался от такого темпа работы. Мне нужно рефлексировать и долго думать, прежде чем что-то сказать. А он просто танцует, то есть это прям искусства нет. Як ви оцінюєте Геннадія Манько, якого недавно Тихановская призначила керівником миссии демократичной Беларуси в Киеве? После того, как Координационный совет не продлил полномочия Александра Азарова, у Светланы Тихановской, как у главы кабинета, было два выбора. Первый выбор – выйти к городу и миру и сказать: Александр Азаров – это человек, которому я доверяю. Александр Азаров остается в кабинете. Это мое управленческое решение. И я считаю, что я даю ему еще полномочия на год, при всем признании, что он делал ошибки. У него был второй выбор – сказать, что Александр Азаров сдает пост, а Иван Иванов принимает пост. Дорогие белорусы, это нормальное течение политической жизни, штабной. Пожалуйста, Иван Иванов, подтвердите, что ни один байт ценной информации, который мог бы угрожать безопасности белорусов внутри страны, не пропадет. Александр Азаров, подтвердите, пожалуйста, что так и есть. Пожмите друг другу руки. До свидания, Александр Азаров. Спасибо большое за службу. Добро пожаловать, Иван Иванов. Вместо этого Светлана Георгиевна выбрала самый веселый вариант. Она сказал: Александр Азаров больше не в кабинете, но он продолжает заниматься планом Пиромога, и это не все. Он теперь лидер подполья. В Беларуси есть потенциальные подпольщики. Последнее, что они будут делать после такого заявления – звонить Александру Азарову. Но на этом веселый менеджмент не остановился. Она, Светлана Георгиевна, приняла еще одно важное управленческое решение. Она назначила большого интеллектуала, разведчика Геннадия Манько послом в Киеве. Я, мне кажется, ответил на ваш вопрос. Про Манько я нічого не почула. Ви знайомі з ним особисто? Я ответил. Але ви знайомі з ним? Да, мы познакомились еще в 2021 году. Была такая у меня инициатива. Последний раз я такую инициативу делал. Это был второй круглый стол оппозиции, которые я модерировал и собрал. Это было в январе 2021 года. Геннадий Манько тогда был представлен как член команды ЦПКАЛ. У вас склався контакт? Ви добре до його ставитеся? Чи ви не розумієте його призначення? Я думаю, что это все из рук вон плохо. Я думаю, что Геннадий Манько оказался в Украине для того, чтобы любой ценой подружиться, если не подлизаться к штабу полка Калиновских. И, скорее всего, для того, чтобы помешать Валерию Сахащику. При этом он находится в официальной позиции в штабе, в котором Валерий Сахащик до сих пор занимает должность. Мне кажется, это чуть больше, чем шизофрения. Это какое-то предательство. У 2020 году вы были одним из самых ярких лидеров протесту. Все-таки лидер протеста, я бы был осторожен в формулировках. Особого протесту, можна Может так быть, сказати. голосов протеста. Голосов протесту. Зараз 23-й год, ви працюєте у одной из польских логистичных компаний, одним з топ-менеджеров. Топ-менеджер тоже преувеличение, компания не очень большая. Я занимаюсь международными делами в этой компании, потому что есть какие-то способности для этого. Да, прошу вас, извините. Ви вже працюєте на іншій праці, повний день. Але революція у Білорусі якби не скончена, все протягується. Чому ви сошли з публічної політики? Я не сошел, у меня просто кончился бензин. Вот и все. Я вынужден платить по счетам, и мне нужно было какую-то настраивать свою траекторию жизни. В действительности я вовлечен, я много анализирую, больше записываю, правда, и редко сейчас выступаю публично. Хотя
Есть идея, в которую я верю. И вот вчера я вернулся я такой замыслил тур по диаспорам белорусским. Я был в Гданьске, позавчера во Вроцлаве, вчера был в Кракове. И это было такое очень интенсивное общение. Что вы замираете, что вы выучаете? Я докладываю честно свою картину мира и пытаюсь ответить на два вопроса. Кто виноват и что делать? И после этого я предоставляю возможность поспорить, поговорить и отвечать на вопросы. Давайте поразважаем. Хто вінаваты ў тым, што нічога не атрымалася ў 2020 годзе? Белорусская национальная интеллигенция. Отцы-основатели. Аксакалы. Моральные авторитеты. Провалили спецоперацию «Пигмалион». Поясню. Какая-то часть белорусов все еще горячо обсуждают, а что же там произошло со Светланой Георгиевной на зеленом диване в офисе у Ермошиной. На мой взгляд, это ложный вопрос, вернее, он совершенно неинтересный. Совершенно понятно, что там произошло. На мой взгляд, там хороший и плохой полицейский объяснили даме, которая находилась в чудовищном стрессе, как ей нужно себя вести, и почему Колесникова – это предательница, и почему вам нужно подумать про детей. Я допускаю, что обошлось вообще без плохого полицейского. Ну, просто уровень стресса и сама драма тех дней, да, достаточно было хорошего полицейского, который все шепотом объяснил. Поэтому это не является каким-то секретом. Мне даже непонятно, зачем Светлана так долго не отвечала на эти вопросы. Гораздо более интересный сюжет – это что же произошло тогда, когда Светлана переместилась за границу и оказалась в Вильнюсе. И неважно, какого цвета там был диван, но вот это ключевое в истории развития нашего сопротивления фактор. Я понимаю, что в Вильнюсе состав, архитектуру, направление действия, ограничения и, что самое важное, корпоративную этику первой команды Светланы Тихановской определяли двое литовцев. Это был Витис Юрконис и Викторс Бахметьевс. Я познакомился с обоими, значительно позже. Я, в отличие от конспирологов, не считаю, что это какие-то завербованные ФСБшники, боже упаси. Я думаю, что эти люди имели очень благие намерения. Я думаю, что они хотели свободной Беларуси не меньше, чем мы. Витис Юрконис является руководителем, менеджером организации Freedom House. Викторс был де-факто начальником штаба Светланы Тихановской, когда он зарождался. Витис Юрконис сделал этот штаб так, как мог бы его сделать человек, который всю жизнь занимался НКО и занимался тем, что распределял грантовую помощь для поддержки демократических изменений, в том числе и в Беларуси. Я не думаю, что он понимал, что происходит в лукашенковских элитах. Я не думаю, что он понимал градус противостояния. Я не думал, что он готов был рекомендовать какие-то нестандартные решительные шаги. Я думаю, что он поступил так, как в его организации и состояла корпоративная культура. Более того, он, скорее всего, приблизил именно тех людей, которых он знал, потому что грантовые отношения между ними длились годами. Виноват ли Витис Юрконис в просчетах и в каких-то упущениях? Нет, конечно. Понимаете, Светлана Георгиевна приехала в Вильнюс, сидя на крышке ядерного реактора. Это был ценнейший актив. Я уже не говорю про полусгоревший мандат, который свидетельствовал, если не о победе, то совершенно точно о втором туре выборов. Такого туза в руках белорусского движения сопротивления не было давно. Ніколі. Такого состояния общества, такой зрелости и не было вообще никогда. Процессом, вот этим ядерным реактором руководили литовцы.
Почему я настаиваю, что белорусская национальная интеллигенция проспала этот момент? Потому что в моей картине мира именно эти взрослые, уважаемые люди должны были войти в комнату, где находилась Светлана, и отходила от стресса и от такой психологической комы. Они должны были учтиво поздороваться с Витесом, с Викторсом, сказать им теплые слова за то, что они ее обогрели, приняли и не дали пропасть, и предложить им подождать в соседней комнате, потому что, простите великодушно, у нас белорусский разговор. Национальная интеллигенция есть везде, в Буркина-Фасо. Везде должны были люди более опытные, политические, с большими, с большим кредитом доверия, должны были собраться. В общем, попытки доехать туда людей, которые могли бы повлиять на вот этот ядерный реактор и на лидерскую структуру, были, но они закончились ничем. Мне кажется, что сработал ужасный синдром белорусской выученной беспомощности. Мне кажется, что в головах очень многих людей, которые могли бы повлиять тогда на ситуацию, это были ключевые 2-3 недели, когда нужно было определять, как мы будем вести дела, где настоящая роль Светланы. Почему она ни в коем случае не должна покидать это дело, но почему должна лидерская структура быть выполнена как военный штаб или бизнес-штаб, если хотите. Этого не произошло из-за выученной беспомощности, этого не произошло, скорее всего, потому что многие белорусы, даже из числа очень умных и очень авторитетных, подумали: слушайте, ну они же там лучше знают, как им вести дела. У них же там наверняка там и литовские спецслужбы, и вот там это же все скандал, это ее депортировали. Там, наверное, уже чуть ли не представители Госдепа думают, как нам оторвать Беларусь, освободить. Это был тот момент, когда, повторяю, определилась культура главной и самой потенциально мощной лидерской организации. Вот корпоративная этика. Кабинет, который выглядит теперь как карго-культ, унаследовал корпоративную этику первых 3 недель в Вильнюсе после эмиграции Светланы. Вы калі давалі ацэнку дзейнасці Ціханаўскай, вы казалі міжнародны піяр 5, унутраная палітыка 2, міжнародная палітыка 3. Можете патлумачыць, у чым розніца піяра от политики? Есть мнение, мне кажется, даже подтвержденное измерениями, что действительно управленческие компетенции и достижения, и упущенные возможности диктуют низкие оценки, но вот международка, вот в международной политике мы действительно чего-то добились. Я позволю себе поспорить. Разумеется, качественный пиар, особенно в современном мире, это важная часть международной политики. То есть это подспорье. И фотография с главами государств, и выступление в ООН, и оформление всей этой коммуникации – это, наверное, очень важная часть. Но все-таки, если у вас нет стратегии, о чем вы говорите с западными лидерами и потенциальными союзниками, и если западные союзники ведут себя так, как они ведут, повторяю, я констатирую, что у нас их нет. Что у нас есть сочувствующие, понимаете разницу между сочувствующими и союзниками. Вообще вся помощь Беларуси, которая обывателю может показаться какие-то там миллионы ходят, наверное, это много. Вся помощь Беларуси в самый критический момент для ее существования можно описать одним словом: хоспис. Это помощь умирающему безнадежному больному. Международная политика не добилась главного, чтобы у нас были действенные союзники. Она остановилась на пиар. Важно заметить, что это не попытка принизить или преуменьшить какие-то старания и начинания. Я не утверждаю, что союзников, особенно, как помните, мы говорили, мы против геополитического ветра шли, что союзников было так легко приобрести. Но я утверждаю, что существовало миллион
способов попробовать. И, кстати, это не поздно начинать еще и сейчас. Говорячи про ўнутраную палітыку, як бы ясна, што ўплываць на рэжым звонку практычна немагчыма. У мяне пытанне, што ў гэтай сітуацыі, як бы ці магла Тихановская хоць штосьці зрабіць? Ну, точно совершенно могла, конечно. Ну, что, например? Для того, чтобы представить, могло ли наше лидерство быть по-другому, я попрошу вас представить фантастическую картинку, когда Бабарико Виктор оказывается, например, в эмиграции, в таком же положении, как Светлана Тихановская. Вельми тяжко выявить. Нереально, я бы сказала. Вы понимаете, что это было бы совершенно другое устройство штаба? Ну, это 100%, але якое мы не ведаем. Нет, мы точно понимаем, что у этого были бы пробы и ошибки, мы точно понимаем, что у этого было бы, скорее всего, бизнес-стратегия, мы точно понимаем, что правильный руководитель не боится быть самым глупым человеком в комнате. И за Виктором Бабарико, в принципе, это было замечено еще во время работы в «Газпромбанке». Мы точно так же понимаем, что вот это чудовищное состояние белорусской медиа-войны, не хочу употреблять это жуткий неологизм, вот этот вот, понимаете, ну все, уже подошли, мы бульбасрач, или как его называют, да, но вот эта вот война всех против всех, вот это недоверие, которое давно сползло в область хамства, у этого есть основа. Некоторые считают, что это недостаточно зрелая политическая культура, наверное, они правы, но все-таки у этого есть начало. Я всерьез считаю, что рыба с головы. Я всерьез считаю, что именно упрямая попытка окружения Светланы Тихановской сделать и выстроить монополию, не заниматься объединением потенциалов, не заниматься консолидацией, а охранять себя, в том числе, кстати, с помощью цензуры, но это вообще позорное пятно, она и привела, и не могла привести ни к чему другому, как к двум байполам и так далее и тому подобное. Лидерство команды Бабарико во время предвыборной кампании, как мы все помним, сформировало трио совершенно не похожих друг на друга женщин. Это был урок августа и июля 2020 года, как нужно поступать, когда вы боретесь с таким ресурсным противником, у которого еще есть союзник в Москве. Сложение потенциалов, разных совершенно бэкграундов. Можно ли это починить? Ну, в принципе, да, если починить лидерство, наверное, со временем страсти улягутся, и какой-то кредит доверия, возможно, появится в новой лидерской структуре. Вы шмат разоў паўтаралі про то, что Тихановской варта взять трубку и всех обзвонить и всех объединять. Але у меня есть одна ваша цитата, и надолго ли я хочу ее зачитать. Прошу. Мне здаецца, это важно для разумения того, что там отбывается, як мне падаецца. Со штабом полка Калиновского у нас не задалось с самого момента знакомства в первую неделю войны. Все мои предложения отвергались. Они хотели монополии, потом делали все, чтобы помешать погоне любыми методами. Очень радовались, когда Украина предложила мне выехать. Вось мне здаецца, абсолютно аналагічная ситуация отбывается с Тихановской. То бок есть іншыя силы ў беларускім руху, которые ни при якіх умовах не будут с Тихановской объединоваться и будут робить все для того, чтобы ее дискредитовать. Вы конкретно эту ситуацию пережили. Вы бачили, как это отбывается ось на практике. Сами стали в такую позицию. Як яна это может вырашить? Я есть думаю, противоречия, которые невозможно таким решить, но совершенно нельзя не попробовать. Я утверждаю, что с штабом полка Калиновского я попробовал коммуникацию. Я звонил, и мы переписывались, да, и были всякие разговоры, в том числе и личные. Я точно так же утверждаю, что Светлана Георгиевна не имеет привычку кому-то снять трубку и позвонить. И она говорила с Поздняком, например. И я разумею, что эта размова была несприемных для ее. Представьте себе диалог с Поздняком. Давайте его разыграем. Мне тяжко его разыграть. Светлана Георгиевна говорит: Зенон Станиславович, я вообще по сравнению с вами никто. Я думаю, вы что это могло уважаемый, так и выглядать. А я думаю, нет. Вы уважаемый человек. Вы сделали невероятный след в белорусской истории, оставили. Вы просто памятник, вы мастодон. А Зенон Позняк каже, вы, Светлана Георгиевна, я знаю, что вы про меня думаете. Я знаю, что вы про меня думаете. Вы думаете,
что мало того, что я неопытный человек, который никогда ничего не употреблял, возможно, я вообще завербованный человек. И, наверное, я, может быть, случайно дала какую-то почву, предоставила для таких мыслей. Да? В конце концов, мы там пытались с Москвой разговаривать. Да? Это была наивная попытка, я все это понимаю. Я неопытный, вы опытный. Зенон Станиславович, мне очень хочется прочитать про Куропаты. Мне хочется знать все, что вы знаете. Но я считаю, что нет лучше человека для того, чтобы он отвечал за национальное возрождение. Я не прошу вас торопиться с ответом. Подумайте до завтра. Но вот сейчас нас смотрит белорусский народ. Вот прямо через телекамеру. Зенон Станиславович, не откажите мне, примите такое приложение. Что происходит с политическим капиталом Зенона Поздняка, когда он сохраняет свою позу с замкнутыми руками и говорит, нет, это все агентура? Мне здається, ему давно не важно, что Я знаю, и на знаю. кого Я не утверждаю, что робить. можно всех объединить. Я всего лишь демонстрирую метод, при котором это объединение становится выгодным для человека, который принимает это приложение. А если он его отказывается принимать, то так уж политики устроено, то он теряет политические очки. Я утверждаю, что шаг номер 1 не был сделан. Я утверждаю, что огромное количество людей, которые стали антагонистами штаба и Светланы лично, произошли от людей, которые приехали со всем сердцем к ней. Возможно, Зенон вел себя как-то по-другому, не знаю. Зенон Просто мне здається, об'єднати да. всіх можна на короткій дистанції, але після починаються власні амбіції у кожного героя, боротьба за ресурси і так далі, і все перетворяється у те, що ми бачимо зараз. Я гарантирую вам, что первый день, когда я появился в Вильнюсе, это не назывался еще не кабинет, по-моему, даже еще не назывался офис Светланы Тихановской, я обнаружил там массу горящих людей с горящими глазами, молодых, но я не обнаружил культуры, которую правильно называть бизнесовым языком, инклюзивная. Я обнаружил эксклюзивную культуру. Я не обнаружил никакого желания разговаривать с кем-то, а если есть, то очень быстро надо все пообещать, ничего не сделать. Именно вот эта корпоративная культура, именно отсутствие мудрых, политически опытных людей, у которых тут Беларусь должна была быть, и привело к этому развитию событий. Я не утверждаю, что можно всех помирить со всеми, может быть, такой задачи не надо ставить. Но я утверждаю, что если у тебя есть желание сложить потенциалы, если у тебя есть желание, а этих людей не так уж и много, как мы выяснили. Вы мне признались в начале интервью, что вам не особенно не с кем и поговорить, потому что гости боятся публичности. Поговорить со всеми этими людьми, сделать им предложение, публичное предложение, это первый шаг вообще к сплочению. Посмотрите, что произошло на конференции последней, которую я намеренно пропустил. Чому ви, до речі, не прийшли на Я знал точно, что на ней произойдет. Я хотел дать Светлане Тихановской провести ее так, как она задумала, потому что все советы, которые я мог дать, чтобы починить эту лидерскую структуру, которая, на мой взгляд, имела ценность, я дал публично, не один раз, и не публично тоже. Поэтому я намеренно не появлялся там, чтобы посмотреть, о чем, собственно, Светлана Георгиевна и сказала. Мы переписывались до конференции. 4 водянистых, бессмысленных декларации, текст которых никто не запомнил. Вместо того, чтобы написать в размере школьного тетрадного листа простые вещи, мы, ниже подписавшиеся, несмотря на разницу политических взглядов, некоторых политических взглядов, несмотря на то, что мы имеем разный опыт в политике и, может быть, разное видение на какие-то вещи, утверждаем, что по ключевым вопросам способ смены режима, геополитический выбор страны, языковая политика, политзаключенные, между нами, ниже подписавшимися, нет никаких противоречий. Мы осознанно подписываемся под этими принципами. Кшталту того, як був пост Слушайте про дальше. об'єднання Слушайте штабу. дальше. И вторая половина этого школьного тетрадного листа могла бы ограничиться фразой:
До возникновения парламентской республики, что является целью всех присутствующих в свободной демократической парламентской республике, мы обязуемся вести себя по-джентльменски. Формулировки могут быть немножко поправлены, но я вложился в тетрадный листок вместо 4 деклараций, которые никто не запомнит. И, кстати, этот листок, написанный простым плакатным языком, спокойно попадает вообще в информационное пространство, и мастер цеха в Беларуси, прочитав его, понимает: о, слушай, по-моему, объединились. А дальше будет 200 раз подпись. И все будут внимательно смотреть, а кто не подписался? Ну, потому что, простите, если по политзаключенным, по геополитическому выбору страны, по языковой политике вы не смогли договориться, о чем вы вообще договоритесь тогда? И человек, который не поставил свою подпись, даже если он воевал с этим кабинетом Тихановской или с какими-то другими флангами, он ставит себя аутсайдером. Я не утверждаю, что с помощью тетрадного листка можно навести порядок в доме и закончить антагонизм, войну всех против всех, которая, повторяю, уже давно зашла за пределы и стала хамством. Я всего лишь утверждаю, что не сделав такой шаг, нельзя сделать шаг 2, шаг 3, шаг 4. И это можно было сделать. Иными словами, от лидерства зависит много. И, кстати, все 4 окна возможностей, которые мы переписывали, помните в начале передачи? Они бессмысленны, если у вас не стоит башня. Если мы рассуждали про то, что лукашенковские элиты и номенклатура разделены на 2 лагеря, то каким образом без политического лидерства, без центра силы вы собираетесь устроить разговор с белыми лукашистами, например, ради спасения страны по польскому варианту? Если у вас нету этой башни, если вы понимаете, что если не звонить Лукашенко, то кому? И начинаете искать в комнате 12 маленьких вершин. Вы проиграли. Уже проиграли. Теперь эта башня может стоять в вакууме? Нет. Она должна опираться на фундамент. Этот фундамент – это люди, это белорусы. Это, скорее всего, политическая партия. Я думаю, что это движение, возможно, по аналогу с солидарностью. Где нам взять это движение? Я вам объясню, где взять. Лукашенко считает, не потирает ручки, что он справился с одной из важнейших проблем. Он считает, что 2020 года не повторится, потому что он осуществил спецоперацию «Лишние люди». Посадив 5000 человек, он запугал 500 тысяч, и они выехали из страны. Эти 500 тысяч, естественно, составляли самый большой гражданский и творческий потенциал для новой революции. Он хочет сделать страну бедняков и силовиков с маленьким кругом подконтрольных бизнесменов. Он радуется, что у него получилось. Мы должны сделать айкидо. Мы должны превратить это из лимона и сделать из этого лимонад. 500 тысяч белорусов. Меня в диаспоре вчера поправили, что, возможно, 650. И мы сейчас говорим про последние 3 года, мы не говорим про предыдущие волны иммиграции. Это колоссальная, недооцененная, неструктурированная сила. Опасность заниматься проектом, который называется «Офшорная Беларусь», «Power of Diaspora», да? Опасность заключается в том, что если сильно увлечься, то белорусы внутри концлагеря будут думать, ну, как мы и думали, они занялись своими делами. Поэтому коммуникация такой политической структуры, как белорусская диаспора, сотни тысяч людей, она должна быть очень взвешенная и очень деликатная. Лидеры такой диаспоральной силы должны говорить белорусам внутри о том, что нас некоторое время уйдет выстроиться, пересчитаться. Это мы делаем для вас. У нас тут хватает проблем за границей, в Литве еще больше стало, но это мы делаем для вас. Представьте, что это 500 тысяч человек, объединенные цифровой платформой. Представьте, что они определяют некоторые элементы политики, пускай даже иммиграционной. Представьте, что в очень грубой форме настоящее лидерство состоит из 3 кубиков, 3 квадратов. Первый кубик с лидером во главе больше ничем не занимается, как сносит режим. Его задача
сделать революционные изменения в Беларуси. Сложнейшая задача, очень тяжелая, но он больше ничем не занимается. Второй кубик занимается пленными. Если в первом кубике про пленных думают только вечерами, то во втором начальник вот этого департамента больше ничем не занимается, как помощью семьям, больше ничем не занимается, как проектом давления для освобождения, больше ничем не занимается, как переговорами и поиском таких переговорщиков. И есть третий кубик, и это называется проект «Новая Беларусь», архитектурное бюро «Новая Беларусь». Мы же с вами понимаем, что нам нужно всем белорусам, которые сбунтовались в 2020 году, это абсолютное большинство, предложить не просто сценарий, а мы хотим без Лукашенко, а дальше все построится. Нет, им нужно показать будущее, им нужен крупный, умный национальный проект. Вы согласны со мной, что белорусы, которые построили многомиллиардные компании в Калифорнии, которые всему миру подарили блестящие имена, у них хватит IQ, чтобы сделать проект на бюро «Новая Беларусь». Эти люди должны думать, каким образом осуществить гражданский арест лукашенковских силовиков. Нет. Все, что они должны думать, это каким образом встроиться в мировое, глобальное течение и сделать белорусское экономическое чудо. Каким образом сделать независимую судебную систему. Мы ведь понимаем, что 1600 судей, которые дисквалифицировали себя, мягко говоря, они должны пойти под замену. Наверное, с учетом арбитража хватит нам и 900 человек. Мы знаем эти 900 человек, мы их обучаем, мы имеем инфраструктуру для их обучения? Нет. Может быть, у нас денег на это нет? Это второй вопрос. Итак, это архитектурное бюро занимается проектом «Новая Беларусь». Это занимается пленными. А вот у этих людей вообще в штабе устроено все по-военному. Нужна ли контрразведка здесь? Нет. Это данные вообще все открытые. Они могут в эфире каждый раз обсуждать, как Арестович в своих передачах про будущий проект Украины или Третьей Европы или Нового Запада. Нужна ли контрразведка здесь, в среднем кубике? Ничего не нужно. Это открытая вообще история, за исключением очень там каких-то отдельных переговоров. Нужна ли контрразведка здесь? Нужен ли полиграф здесь? Да, естественно, это чувствительная информация. Эти три кубика могли бы получать от политической силы, движения, партии, как угодно назовите, сообщества, которое называется «Белорусская эмиграция в 500 тысяч человек», по 1 евро в месяц. Вы такой же мигрант, как я. 3 евро в месяц вы готовы отдать? 1 на свержение режима, 2 на политзеков, 3 на проект «Новая Беларусь». Это 1 кубок кавы. Представьте себе, что водитель-дальнобойщик снимает селфи и говорит: мне тут постучались, какая-то цифровая платформа, в общем, я думал пиво купить или отдать 3 евро. Может, из этого ничего не получится, 3 евро мне не жалко, буду смотреть. Представьте, что все известные лица белорусской оппозиции выходят к экрану с прекрасной, продуманной маркетинговой кампанией. Представьте, что у нас через полгода есть 150 тысяч, там 200, 300 и, допустим, 500 000 людей. У Лукашенко есть слабые места. Первое слабое место мы уже описали. Он считает, что он блестяще провел спецоперацию «Лишние люди». А тут целые дивизии. Понимаете? Дивизии белорусов. Второе слабое место. У него нет интеллектуального потенциала в команде. Это ахиллесова пята любой диктатуры. Ты должен окружать себя лояльными людьми, в первую очередь компетентными во вторую. Компетентные люди не удерживаются по принципу лояльности, происходит отрицательная селекция. Весь интеллектуальный потенциал был бы на нашей стороне. Это второе его уязвимое место. Третье уязвимое место Лукашенко. У него нет никакого проекта будущего. Он не в состоянии предложить никому. Он, как и всякий советский пенсионер, потянулся к соломинке, которая называется комсомол, военруки и все, что он там помнил из своего тяжелейшего детства и из общества знания. Или из работы в Охре. И все это никакого отношения к современной жизни не имеет.
Все эти люди уже живут двоемыслием. Если они наивно полагают, что школьников они переделают и поломают с БРСМ, то это в Советском Союзе на закате не случилось. Все жили двоемыслием. Фильм «Барби» будет гораздо популярнее в такой стране, и влияние больше будет иметь, чем все их наработки с дневниками, красно-зелеными обложками, со школьными дневниками. В общем, у него это уязвимое место. И, наконец, четвертое уязвимое место у Лукашенко. Все его элиты моложе его. Они точно понимают, что они его переживут. И это уязвимое место. Представьте, что это 500 тысяч. Представьте, что есть политическая надстройка. Представьте, что есть 3 кубика. И, наконец-то, независимое финансирование. Помните, я говорил, что у нас есть вторая существенная проблема — отсутствия союзников. Помните, я вам говорил, что Киев не будет с нами работать, пока мы не станем в Вашингтоне частью новой политики, частью нового видения, пока мы не предложим стратегию и еще имплементаторов этой стратегии в Вашингтоне. Это сложнейшая работа. И вот, это способна сделать белорусская диаспора. Самое важное тут выглядае суперпрыгожа. Як аб'яднаць гэтых 500 тысяч? Тому што ясна, што частка людзей раствараецца проста, эмігруючы у грамадстве, у якім яны апынаюцца. Беларусы суперкрутыя ў тым, каб растварыцца. И мы бы хотели, чтобы они растворились. Мы бы хотели, чтобы до определенной степени они приобрели опыт европейской жизни, ведения европейского бизнеса. Мы бы хотели, чтобы дети получили хорошее европейское образование. Я не считаю, что в 21 веке мы потеряли этих белорусов навсегда. Я всерьез считаю, что это очень легкий проект, каким образом эту европезированную часть, огромную часть, активную часть, экономически, и граждански, и образовательно активную, переместить потом в Беларусь. Да, они сами приедут. На самом деле здесь нет большой беды, несмотря на то, что многие пустили корни, приобрели недвижимость, у них ипотеки и школы. Не это сейчас проблема. Мы хотели бы, чтобы произошла профессионализация политики и структур. Мы хотели бы, пускай небольшие деньги, но независимые. Что получается, когда какие-то штабы живут на гранты? Я на гранты не живу. Да? Сахачик точно не живет. Но кто-то живет наверняка. Во-первых, одной рукой, когда вы просите у Вашингтона «помогите», вторая рука у вас оказывается на плече. И вас танцуют ровно в том коридоре, который мне когда-то красноречиво показала Джулия Фишер. Без независимых денег ничего не будет. Наполеон говорил, что мне для победы в войне нужно 3 вещи. Во-первых, деньги, во-вторых, деньги, в-третьих, деньги. Независимое финансирование происходит не только из-за того, что медсестра, дальнобойщик, учитель отдали по 1 евро в каждую корзину. Одну возможность мы упустили в 2020 году. На это мне намекнул один мой хороший друг, шведский дипломат. Светлана Тихановская была чрезвычайно фотогеничной и популярной фигурой, когда она проехала за короткое время 29 стран. Мы сошлись во мнении с этим дипломатом, что 29 стран могло бы означать 29 миллионов в революционной кассе. Легко. То есть помимо краудфандинга, элементарного, копеечного, со стороны политической силы под названием диаспора, это может быть еще и фандрайзинг, это может быть еще и лоббирование интересов белорусского бизнеса за рубежом. Я утверждаю, что такой масштабный проект, как смена режима, это большие ресурсы. Я утверждаю, что в штабе или в лидерской структуре обязательно должен быть бухгалтер, причем человек, которому почему-то доверяют, у него почему-то все книги и некоторая прозрачность. Я вам предложил подумать, а если бы Бабарика был сейчас в руководстве? Выглядело бы это так или выглядело бы по-другому? Был бы там министр финансов? Был ли там министром по диаспорам? Был ли там председатель счетной палаты, если бы он был? Вообще, понимаете, лидерская структура, которая хотела бы вписаться в эти окна возможностей, она должна производить и внешнее, и профессиональное ощущение команды, которая в случае потрясений не потеряет страну, не уронит власть. Там не будет ни вакуума, ни хаоса. Означает ли это, что нам нужно 28 министерств скопировать и департаментов? Конечно, нет. Но, в принципе, это вполне достижимая логическая вещь. Вы казали, что Лукашенко по-ранейшему боится Бабарыку. Чему вы так думаете? Потому что, мне кажется, у него абсолютно высокий рейтинг. Более того, он в тюрьме не снижается, а растет. Но мы не имеем возможности это замерить, потому что мы имеем ограничения в такой социологии.
Я уверен, что синдром Манделы никто не отменял. Лукашенко не боится белорусских добровольцев в Украине. Даже всех вместе взятых, хотя они разрозненные. А чего он боится? Он боится политика. Он боится человека, который поведет за собой людей. И если на ваш аргумент, что это сейчас просто невозможно в этих условиях репрессий, я уже привел аргумент отдельный. Политик может спокойно построить здесь механизм. 500 тысяч человек. А чему... Это ответ на знаменитый вопрос, а сколько у Папы Римского дивизий. А чому Лукашенко боится вас? Вы атрымалі 25 гадоў турмы. Больше за Степу Нехту, больше за Павла Латушка. Я не уверен, что это объясняется словом прям «боится». Я не думаю. Я думаю, что в этом сроке есть некоторая личная нотка. Но дальше я затрудняюсь объяснить, да. Возможно, что сделал для этого. Калі все скончится добро у Беларуси? Виктор Франкл учил нас из своего тяжелого опыта в нацистском концлагере о том, что быстрее всех сходили дистанции и умирали те, кто верил, что это кончится завтра. Следующие за ними не выдерживали, это те, которые говорили, что это не кончится никогда. Самая правильная линия поведения – это делать, не понимая, когда это кончится. Просто делать спокойно свою работу. Но желательно вдумчиво, желательно умно, желательно критически мыслить. У нас разные есть временные отрезки. Украинская война – существенный фактор, который может привести к длительному, повторяю, гниению. И, к сожалению, мы пока что скотчем привязаны к Беларуси. И вот этот вот знаменитый тезис освобождение Украины чуть ли не автоматически приведет к освобождению Беларуси, он ложный. Это очень существенное, но недостаточное условие освобождения Беларуси. Более того, есть спокойно можно прочитать сценарий, при котором Беларусь становится чуть ли не утешительным призом, такой военной базой навсегда, разлагающейся русской империи. Поэтому у меня нет хороших новостей и пустых прогнозов, я не гадалка. Я только понимаю, что это конвульсии Советской империи, которые должны были случиться в 1991 году, но случились вот с такой растяжкой во времени. Дякую вам за размову. Дякую вам. Сябры, дзякуй, што змаглі даглядзець гэтае відэа да канца. Гэта вельмі высокая ацэнка нашай работы. Калі вам ёсць чым падзяліцца пасля прагляду нашага інтэрв'ю, пішыце гэта ў каментарах. Мы будзем чытаць і адказваць. Дзякуй, што вы з намі.